В эфире программа «Новости». Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Сразу 9 выпускников из Якутии получили максимальные 100 баллов по русскому языку. В селе Берджигистях Горного Улуса в частном секторе отсутствует летнее и зимнее водоснабжение. Как решается вопрос? В Якутии подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Агроном». Об итогах. Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Сразу 9 выпускников из Якутии получили максимальные 100 баллов. Об этом в МАКСе сообщил глава республики Айсен Николаев. Это сильный результат, за которым стоят труд, дисциплина, поддержка семьи и большая работа педагогов, подчеркнул глава Якутии. Итак, наивысшие баллы набрали Екатерина Алексеева, город Алдан, ученица первой школы, Игорь Гуляев, ученик Якутского городского лицея, Матвей Данилов, Ниджилинская школа, Кобяйский район, Полина Ярощенко, учащаяся от 30-й школы города Якутска, Элиза Люйден, Якутский городской лицей, Кирилл Малышев, ученик 12-й школы города Якутска, Яна Марандич, Нерингринский район, школа номер 2, Елизавета Рудых, физико-технического лицея города Якутска и Айсана Куосивцева из Чурапчинской гимназии имени Макарова. С 8 по 13 июня в Хабаровске проходил фестиваль «Российская студенческая весна». Делегация Якутии завоевала рекордное количество наград, подтвердив высокий уровень подготовки и творческого мастерства студентов республики. По итогам колледжи республики заняли первое место в общекомандном зачете среди более чем 70 регионов России и 1500 участников. Конкурсные выступления состоялись по нескольким направлениям, включая вокал, хореографию, театр, медиа и другим. С успешным выступлением и значимыми достижениями поздравил глава Якутии Айсен Николаев. Нас нашего колледжа представили два коллектива. Это танцевальный ансамбль «Айрсас» и вокально-инструментальный ансамбль «Кем». Сама «Студвесна» – это огромный фестиваль, в котором участвует очень-очень много студентов, которые из разных регионов. И очень волнительные моменты, самые запоминающие, незабываемые воспоминания. Я подружилась очень со многими людьми. И очень интересный факт. Наша делегация самая большая, потому что приняло участие 105 человек. 1 августа текущего года будет проведен ежегодный перерасчет страховых пенсий, а ближайшая индексация коснется военных пенсионеров и произойдет 1 октября. Индексация страховых самых распространенных пенсий, в том числе и для работающих пенсионеров, уже произошла с 1 января. Ее размер составил 7,6%. В следующие годы она будет по уровню инфляции и прогнозируемому росту зарплат проводиться дважды в год – с 1 февраля и с 1 апреля. В рамках региональной недели Нерингринский район посетила Галина Данчикова. Программа поездки охватила сразу несколько населенных пунктов района. Состоялись встречи с жителями, студентами и представителями общественности. Старт рабочей программы прошел в поселке Чульман с памятного мероприятия в аллее героев СВО. Здесь также был оценен ход текущих работ по строительству и благоустройству. В поселке Серебряный Бор особое внимание было уделено социальной инфраструктуре. Был осмотрен школьный корпус, отремонтированный в рамках федеральной программы. Не менее важным пунктом программы стал осмотр катка, который сейчас находится в стадии консервации. Местные жители активно выступают за его возрождение. Нам нужно заниматься здесь, чтобы дети имели полноценные хоккейные тренировки на полностью. Они живут здесь, дети? Да, это Самборовский. Да, они относятся вот к Серебряному Бору. Часть детей у нас, конечно, перешло, потому что в связи с удаленностью города Нерингри занимаются теперь они и борьбой, и боксом. А часть детей мы потеряли, но основных сохранили. Они все тренируются у нас в Шахтере. Но нам льда не хватает, естественно, поэтому мы бы хотели, чтобы у нас здесь было. По вопросу восстановления объекта была дана рекомендация об обосновании необходимости его существования и составлении проектно-сметной документации. Значительная часть визита Галины Данчиковой была посвящена работе с молодежью. В Нерингри состоялись встречи со студентами сразу нескольких учебных заведений. Такие встречи вообще очень важны, потому что это личный пример. Это человек, который своей жизнью доказал, как правильно можно двигаться по этому сложному пути и достигать различных высот, начиная рядовым специалистом,
специалистом и становиться депутатом Государственной Думы. И она своим примером показала, что это не легкий путь, но он возможный. И вот именно такие встречи, когда с людьми общаются именно при личном взаимоотношении, когда можно задать вопросы, оно мотивирует наших студентов, оно создает реальную, успешную жизненную историю. В рамках визита Галины Данчиковой состоялись также встречи с общественностью и сотрудниками Нерюнгринской центральной районной больницы. На них присутствующие смогли напрямую задать волнующие их вопросы и озвучить предложения. Посмотрели уже модернизированную центральную районную больницу. Я думаю, что это новое качество жизни и здоровья и получения медицинской помощи для жителей региона. Я думаю, что не только Нерюнгринского, но и, конечно, востребовано сегодня ближайшие районы. Кроме того, мы посмотрели и строительство жилых домов, которые арендное жилье по линии Дома РФ с участием федеральных денег. Это совершенно новое жилье, которое будет использовано именно для тех специалистов, в которых нуждается Нерюнгринский район. Визит Галины Данчиковой продемонстрировал комплексный подход к развитию Нерюнгринского района от благоустройства общественных пространств и обновления социальной инфраструктуры до поддержки молодежи и решения жилищных вопросов. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске продолжает работу один из крупнейших на Дальнем Востоке онкологических диспансеров. Поликлиника оснащена современным диагностическим оборудованием, отделением интенсивной терапии и стационаром на 180 коек. Центр был построен в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта здравоохранения. В 2025 году работа продолжилась в рамках нового президентского проекта «Продолжительная и активная жизнь». Также в республике активно поддерживают научные разработки. Идет работа по профилактике и пропаганде здорового образа жизни. Именно из выявленных пациентов, самое главное, более 50%, это примерно 56%, мы выявляем на ранних стадиях. Это первая, вторая стадия. На сегодняшний день при раннем выявлении злокачественного новообразования, конечно же, обеспечивается долгосрочная жизнь и полное выздоровление при некоторых локализациях. К другим темам. Уже 30-й год водоводная система Лена-Мюрю обеспечивает питьевой водой жителей Аласа-Мюрю. Итак, в местности расположены 4 населенных пункта, из которых большим количеством воды пользуется Мюрюнский наслег с населением более чем 8 тысяч человек. Водоводная система берет начало с притока реки Лена. Общая протяженность трассы 70 километров. Несмотря на оптимизацию штатных работников, станция работает на износ. В этом году объем работы систем составляет 1 миллиард литров питьевой воды. Головной должен накачать 450 тысяч кубометров, и, соответственно, Тумульский 300, а Сыдарский это уже получается 250 тысяч кубометров. На сегодняшний день мы накачали уже больше половины. На этот месяц уже план должен выполнить. Этот сезон, вот с прошлогодним, если сравнить, чуть занижен план. Это связано с финансированием, наверное. И в селе Берджигистях горного Улуса в частном секторе отсутствует как летнее, так и зимнее водоснабжение. Поэтому основным вопросом для жителей всегда стоял вопрос обеспечения водой. На днях началась прокладка круглогодичного водопровода в микрорайоне Эбе длиной 6300 метров. Работы проводит компания «Сахаат». Водопровод должен пройти по улицам Северная, Дьячковского, Жиркова, Вилюйская. На сегодняшний день магистральная полиэтиленовая труба укладывается на улице Дарьи Жирковой. Таким образом, всего 137 домохозяйств микрорайона Эбе смогут подключиться к водопроводу. И вот проводят долгожданный водопровод круглогодичный, который мы ждали несколько лет. Вообще, это такое мероприятие, что для населения очень удобное, круглогодичное, чтобы была вода. Для удобства этого для населения, чтобы водовоз не заказывать, ждать, когда она приедет. А тут открываешь кран, все, и пользуйся. И самое главное, что тут цена, конечно, будет очень дешевле будет, чем водовозная, возная вода. Это кратно дешевле будет круглогодично.
В Якутии подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В номинации «Агроном» состязание прошло на учебных полях Актемского филиала АГАТУ в Хангалахском Улусе. 2 дня за победу боролись 5 специалистов из города Якутска, Усть-Алданского и Хангалахского районов. Конкурс включал в себя теоретическую и практическую части. В теории участники проходили тестирование и решали профильные кейсы, а в практике демонстрировали прикладные навыки, например, умение пользоваться сумкой агронома. По итогам всех этапов победителем вновь стал молодой агроном из Битте-Агро из Усть-Алданского Улуса Василий Сивцев. С сельским хозяйством я связан с самого детства, так как моя семья занимается выращиванием растеневодческой продукции. Я осознанно сделал выбор в профессию агронома. Я в прошлом году участвовал и дошел до федерального уровня. В федеральном уровне я занял 4-е место. В этом году не знаю, какой будет. В Амге в Доме народного творчества имени Федота Потапова прошло выездное благотворительное мероприятие «Твори добро». Специалисты реабилитационных центров провели для детей лечебно-спортивные игры, услуги массажа, консультации логопеда, психолога и дефектолога. Многих детей заинтересовало искусство бисероплетения и рукоделия. Также для ребят организовали подвижные игры, где они с удовольствием играли и общались со своими сверстниками. В завершении мероприятия детям и их родителям артисты государственного цирка, театра оперы и балета подарили праздничный концерт под девизом «Твори добро». В рамках мероприятия мы провели круглый стол, который называется «Культура для всех». Мероприятие посвящено Году культуры Республики Саха-Якутия. В рамках проведения круглого стола мы рассмотрели вопросы доступности именно социокультурной реабилитации для семей с детьми-инвалидами, для семей участников специальной военной операции. Кроме того, были проведены мастер-классы, консультации специалистов. На Эсехе Олонхо впервые развернется гастрономическая площадка «Вкус улусов Якутии». По итогам работы площадки планируется издание специального гастрономического справочника. Стартовал прием заявок на участие в гастрономической площадке. Мероприятие состоится 3 июля в 16 часов в селе Кабяй в рамках национального праздника Эсех Олонхо. Площадка призвана стать уникальной витриной кулинарного наследия республики. Каждое муниципальное образование сможет представить свою гастрономическую визитную карточку на республиканском уровне. От локальных продуктов и традиционных блюд до вековых рецептов и современных кулинарных интерпретаций. Такими были новости к этому часу. До встречи в эфире.